Здравствуйте, это эстонский язык со Svetlana Ambre. Tere, see on eesti keel Svetlana Ambrega. Ja täna on meie teema kuud. И сегодня наша тема это месяца. Итак, в этом видео вы узнаете, как по-эстонски будут месяца. Мы научимся задавать вопрос, в каком месяце у тебя день рождения, и отвечать. И также вы узнаете разницу между окончанием «с» и «л» в конце слова. То есть к месяцу январь мы можем добавить окончание «л» либо «с». И это вы узнаете в видео. Итак, начинаем. Ja nüüd alustame. Kuud, месяца. Мы видим на конце окончания «д». Признак множественного числа в эстонском языке. Значит, слово «месяц» в эстонском языке будет «ку». «Ку». Двойная буква «у». Значит, произносим удваиваем. «Ку». «Куд» – месяца. Итак, я не стала переводить, писать перевод, что и так все логично, да, очень-очень похоже по звучанию на русский язык месяца, поэтому я думаю, что не сложно будет запомнить, как же на эстонском языке месяца. Итак, esimene, первое, jaanuar, и ударение на первый слог, jaanuar, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august. August, ударение на первый слог, обратите внимание. Септембер, октобер, новембер, децембер. Децембер. На что мы обращаем внимание? Что если вы видите двойную гласную, значит удваиваем, да, произносим долго. Январь, февраль, июнь, июль, октобер. Удваиваем гласные. Так, на что нужно еще обратить внимание? Слово май. Да, и на буковку «и» ставится такое ударение, как бы «мои». «Мои». Да, долго произносим как букву «и». Не «май», «май». Да? Нет, не так. «Мои». Долго. Произносим «и» слово «август». Да, месяц август. По-эстонски это «аугуст». «Аугуст». Буковку «а» хорошо произносим, чтобы ее было слышно. И ударение на первый слог. Да? «Аугуст». Но не. Итак, еще раз. Veel kord kõik koos minuga. Все вместе со мной. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august. September, oktoober, november, децембер. Väga hea. Очень хорошо. Теперь мы зададим вопрос. В каком месяце у тебя день рождения? Узнаете слово «день рождения»? Оно уже было в теме, когда я говорила про времена года. Мы уже говорили, да, когда у тебя будет день рождения, и отвечали весной, зимой, летом, осенью. Nii. Mis kuus sul on sünnipäev? И вы видите слово месяц ку, и я выделила окончание буковку «с», то есть в каком месяце. Окончание «с» обозначает у нас предлог в русском языке. Mis kuus, в каком месяце, да? Мы здесь не будем задавать вопрос, когда у тебя день рождения. Так можно тоже задать, да, вопрос спросить. Millal sul on sünnipäev? Тогда можем ответить весной, да, или в апреле, или 21 апреля, да? То есть не очень понятно, как отвечать. Здесь конкретный вопрос, в каком месяце у тебя день рождения. Здесь уже не ошибешься. Если вы услышите этот вопрос, вы должны ответить тогда, в каком именно месяце, да, и не обязательно говорить, какого числа. Об этом чуть позже. Nii, ja nüüd. Mis kuus sul on sünnipäev? В каком месяце у тебя день рождения? И отвечаем mul, у меня. Mul on sünnipäev juulis. Mul on sünnipäev juulis. Итак, мы отвечаем, да, у меня день рождения, когда? В июле, то есть в каком месяце? Окончание ставим буковку «с» в конце, что обозначает в каком месяце. Но на что нужно опять же обратить внимание, да, что если мы хотим сказать в январе, то мы не можем сразу добавить окончание «с». Так, к слову, январс. Это неправильно. Мы не можем так сказать в январе. Нам опять нужно взять вторую форму слова, это падеж омастов, и тогда добавить окончание «с». Давайте теперь вместе со мной, да, и я буду писать эти окончания. Если мы хотим сказать в январе, януарис, януари. Вторая форма и окончание «с». Veebruaris,
märtsis, априлlis, mais. Здесь уже есть гласная, да, и просто, и так как май будет во второй падеже омастов тоже так же, май, значит просто добавляем букву S, да. И здесь на конце тоже юни, юли. Вы видите, мы просто добавляем окончание S. Юнис, юлис, augustis. Опять гласная приходит. Септембер, октобер, новембер, децембер. Теперь смотрим. Септемберис звучит как-то не очень, да? Мы убираем гласную Е, во второй форме будет септембри. Септембрис. И окончание наше S. Октобрис, да, убираем гласную Е, октобрис. Октобрис. Новембрис. Точно так же. Не я децембрис. Самомоди. Тоже так же. Но не. Вот эти месяца, вы видели, да, они как изменяются во второй форме. Гласная Е уходит. И мы, наконец, ставим гласную И уже окончание наше S. А теперь давайте все вместе повторим со мной, в каком месяце, да, в январе, в феврале, в марте, в апреле и так далее. Но не. Jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis, juulis, augustis, septembris, oktoobris, novembris, децембрис. И теперь ответьте на вопрос, когда у вас день рождения, в каком месяце? Mis kuus sul on sünnipäev? Mul on sünnipäev. В каком месяце? Теперь поставьте свой месяц, когда у вас день рождения. Mul on sünnipäev jaanuaris, mul on sünnipäev veebruaris, mul on sünnipäev märtsis ja nii edasi и так далее. Да? Вы уже знаете, как нужно правильно ответить. Очень хорошо. Это была тема месяца, и теперь я надеюсь, вы можете сказать, какой сейчас месяц. Да? Давайте скажем. Mis kuu on praegu? Mis kuu on praegu? Какой сейчас месяц? Mis kuu on praegu? Praegu on децембр. Я записывала видео в декабре, и я скажу, что сейчас декабрь. Praegu on децембр. Praegu on децембр. И вы теперь можете сказать, когда у вас день рождения, в каком месяце. Mis kuus sul on sünnipäev? Mul on sünnipäev juulis. Väga hea, очень хорошо. Так, мы в конец месяца добавили окончание S. Что будет, если мы добавим окончание L? Януариль. Это будет уже когда, то есть мы должны впереди поставить число, какого числа, когда. Например, 1 января. Esimesel jaanuaril. Teisel veebruaril и так далее. То есть к месяцу мы можем в конце добавить окончание L, но тогда это будет обозначать когда. Например, мы тогда будем говорить, да, когда у тебя день рождения. У меня день рождения 31 июля. Не, я kuidas ma ütlen, и как я скажу? Я скажу, mul on sünnipäev 31 juulil. И уже не будет окончания S, просто в июле, да? А мы скажем, когда, какого числа, тогда мы добавляем окончание L к месяцу. Вот такая разница между окончанием S и L, если мы поставим к месяцу. Молодцы! И теперь до встречи в следующем видео. Ja nüüd kohtumiseni järgmises videos. Head aega! До свидания!